Открытие весенней сессии Народного собрания республики получилось необычным. Школьный хор столичного лицея исполнил гимн России и Ингушетии. С этим событием народных избранников поздравил и глава региона. Юнусбек Евкуров отметил, что перед депутатами стоит немало важных задач, в том числе и подготовка к выборам президента страны. Активно в это включиться, как мы раньше делали, усилить работу по всем направлениям и понимать роль и место каждого из нас в проведении выборов президента Российской Федерации. Мы активно провели ряд мероприятий уже и проводим, в том числе в каждой из политических партий есть свой кандидат в президента Российской Федерации. И вы, как никто, должны и в рамках закона, я еще раз подчеркиваю, и рекламные акции, и другие мероприятия, в том числе используют те площадки, которые сегодня выделяются и на индикаторах, и на других там ресурсах. Глава региона также отметил, что предстоящие выборы должны пройти на высшем уровне. Организацию их проведения будут курировать парламентарии. Первое полугодие 2018-го обещает быть насыщенным, поэтому народным избранникам стоит сделать акцент на развитие социальной сферы и экономики, добавил Изелимхан Ивлоев. Важно выстроить, уважаемые депутаты Народного собрания, нашу работу в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти, территориальным органам, федеральным органам исполнительной власти по Республике Ингушетия и представительными органами муниципального образования республики. Напоминаю депутатам о необходимости активно вести работу с избирателями, оперативно реагировать на события, происходящие на территории нашей республики. Спикер парламента отметил, что за 5 лет работы прошлый созыв Народного собрания принял около 1500 нормативно-правовых актов, в то время как 6-й созыв тот же объем работы выполнил всего лишь за год. Положительная динамика налицо, многое удалось сделать. Тем не менее, стоит активизировать работу во всех направлениях, чтобы добиться больших результатов. Как подтверждение этих слов, глава региона объявил благодарность от руководства Совета Федерации отличившимся депутатам и руководителям ведомств. В период весенней сессии 2018-го парламентарии планируют принять 21 законопроект, касающийся развития различных сфер общества. В рамках 28-го заседания народные избранники рассмотрели несколько из них. Так, изменения будут внесены и в закон о градостроительной деятельности в Ингушетии. Приняли норму, отменяющую разрешение на выделение земельных участков при подключении к электросетям напряжением до 30 киловатт. Постановление правительства Российской Федерации номер 1300 от 3 декабря 2014 года утверждало перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, в которые включены линии электропередач класса напряжения до 35 киловатт. Также изменения коснутся и закона о регулировании жилищных отношений в республике. Ислам Гадиев в своем докладе пояснил, что проект позволит уточнить порядок отнесения граждан к категории малоимущих и изменить требования к определению стоимости их имущества. Указанным проектом закона предполагается уточнить порядок отнесения граждан к малоимущим в целях постановки на учет и предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма. Также проектом закона предполагается уточнить порядок предоставления жилых помещений по договорам социального найма вне очереди и проживания в них разнополых лиц. Кроме того, в целях исключения коррупциогенного фактора предполагается изменить требования по определению стоимости имущества граждан, учитываемого для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет и предоставления им жилых помещений жилищного фонда по договорам социального найма. Кроме того, в рамках заседания парламентарии обсудили изменения, которые произойдут в других законопроектах. Это коснется государственной гражданской службы и классных чинов, статуса депутата Народного собрания, охраны материнства и детства, а также штатного расписания народных избранников. Мадина Пугоева, Рахман Цуров, Новости 24.